ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Московский поэт и певица Крис Айвер выступила в Ухте второй раз. Место тоже. Уютный ухтинский паб. Тот же неизменный формат душевного квартирника, а вот программа новая. В прошлый раз я пообещала прочесть то, что я напишу за то время, пока меня здесь не будет. Я это сделала. Я обещала премьеру, я читала стихотворение «Звучи», которое посвящается Косте Потапову. Костя Потапов, привет. Все, что я обещала сделать, я засунула в 2 маленьких листочка, исписанных с 2 сторон. Ну и привезла чуть-чуть побольше песен. В декабре Крис Айвер посетила Ухту впервые. Тогда, как она поделилась, зимний городок показался елочной игрушкой из детства со снегом внутри. Крайне впечатлила теплый прием зрителей. Когда хозяин ухтинского паба, а по совместительству хороший знакомый Крис, пригласила выступить с новой программой, согласилась, не раздумывая, рассказывает поэт. В этот раз весенняя Ухта предстала перед московской гостьей в новом виде. Да и сама Крис приехала с массой новых впечатлений, накопившихся за эти почти полгода. Во-первых, мы начали писать сингл, скоро мы закончим его записывать. Мы написали и записали песню «Океан», которая очень для меня важна. Мы работали с восхитительным совершенно саундмастером, аранжировщиком, звукорежиссером, просто гением Сережей Актушем. Записали это с ним, сняли на нее клип. Песня «Океан» есть с клипом. И это был мой первый опыт работы с вот такой штукой вместо камеры. Клип целиком снят на iPhone. Это был эксперимент. «Жемчужина Севера» предстает перед поэтом в разных красках, а мастер слова привозит ухтинским зрителям новые стихи, сказки и песни. Такой обмен впечатлениями обещает стать традицией. Ведь следующий визит Крис Айвер в Ухту запланирован на начало июня, на фестиваль акустической музыки. 2